أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله الكون قد أسلمت لك غرباء 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 Мы благодарим Аллаха, свят Он и велик, за Его великую милость. Мы помним о Его ангелах, о том свидетельстве, которое они сделали. Свят Ты, мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты знающий, мудрый. И мы помним, что вся хвала принадлежит Аллаху, свят Он и велик, который дал нам руководство. Мы никогда не встали бы на верный путь без Его наставления. И говоря о любом мусульманине, в прошлом, настоящем и в будущем, мы помним, что никто не сделал эту религию более великой, чем Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Однако эта религия возвысила каждого, кто следовал ей. Поэтому величие принадлежит Аллаху, свят Он и велик, и вся хвала принадлежит Аллаху, свят Он и велик. И мы здесь не для того, чтобы воздавать хвалу и даровать величие кому бы то ни было, кроме Него. И если есть тот, по отношению к которому у нас есть определенные обязательства, то это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что Аллах, свят Он и велик, упомянул: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее обсуждение касается человека, о личности, который известен во всем мире, как Малькольм Икс. И как бы то ни было, мне хотелось бы быть предельно ясным. Лично для меня Малькольм Икс не представляет никакого интереса. Малькольм Икс был кафиром. Малькольм Икс был мушриком. Малькольм Икс был националистом, расистом, человеком, который говорил об Аллахе то, чего он не имел права говорить. Да, он был исправившимся преступником. Но после того, как он изменил свое положение, он все еще говорил об Аллахе, свят Он и велик, то, что говорить непозволительно, потому что Малькольм Икс был джахилем, невеждой. Но человек, о котором необходимо рассказать, его настоящее имя Аль-Хадж Малик Шабаз. Однако мы не можем рассказать о нем, если не разберемся о жизни Малькольма Икса. Так давайте уясним.
Малькольм Икс прожил жизнь, которая впечатляет не мусульман. Но для нас, как мусульман, нам важны только 3 месяца до того, как Аллах Свят Он и Велик забрал его жизнь. 3 месяца до того, как Аллах Свят Он и Велик забрал его. Посредством руководства Аллаха и посредством своего предопределения. Аллах Свят Он и Велик указал этому человеку на его новую миссию, показал ему новое знамение. И это все в эти 3 месяца. Для нас важны только эти 3 месяца. Поэтому любой, кто пришел сюда послушать о Малькольме Иксе, насмотревшись фильмов, прочитав книги, или услышав другие глупые впечатлительные истории о нем, то вы должны знать, что этот человек, Малькольм Икс, не имел ничего общего с исламом. Но Аллах Свят Он и Велик, Он наставляет на прямой путь того, кого пожелает. И Он сбивает с прямого пути, кого пожелает, и бросает его в заблуждение. Таким образом, мы хотим поговорить о Малькольме Иксе, о человеке, его миссии и его идеях, что приведет нас к Аль-Хаджу Малику Шабазу. Это имя он взял после того, как отправился в Мекку, покаялся, совершил хадж, очистился и встал на прямой путь. И после этого Аллах Свят Он и Велик сделал его началом света, который вывел около 3 миллионов мусульман в Америке. Выведя через него около 3 миллионов мусульман в Америке к свету. Что у него появилось 3 миллиона внуков, благодаря его самопожертвованию, или в результате его самопожертвования, он открыл дверь, принесшую ислам в Америку, по милости Аллаха Свят Он и Велик. Таким образом, это является доказательством того, что Аллах Свят Он и Велик может принести свою религию, может привести свое руководство в этот мир, даже посредством личностей, которые сами по себе обладают очень малым количеством знаний. Аль-Хадж Малик Аш-Шабаз, когда он умер, он едва ли мог процитировать один аят Корана. Возможно, он даже не знал, как правильно читать сурат Аль-Фатиха. Разумеется, у него не было достаточно времени для того, чтобы изучить, как он должен правильно совершать намаз. И, следовательно, становится ясным, что он не знал арабского. Очевидно, что он не владел таджвидом. Совершенно ясно, что он не знал акиду, не знал сиру, не знал фикх. Все то, о чем говорят люди, что если ты хочешь быть хорошим мусульманином, тебе нужно знать все это. Да, всем этим нам следует вооружиться и укрепиться, но не обязательно обладать всем вышеперечисленным, чтобы иметь веру. Если вера новообращенного мусульманина, который знает только лишь, как произнести Аллаху Акбар, или Ля Иляха Илля Мухаммаду Расулуллах, да благословит его Аллах и приветствует. И это все, что он знает. После этого Аллах заберет его жизнь. Быть может, эта жертва будет достаточной для того, чтобы заложить основу имана 3 миллионов людей. В то время как находятся люди, владеющие книгами по акиде, книгами по фикху, книгами по хадисам, тафсиру. Маша Аллах. Они научились читать книги многих выдающихся ученых, которые являются одними из самых изысканных произведений на арабском языке. Может быть, они окончили университеты, они требуют знания, но может быть так, что за всю свою жизнь они не стали причиной даже 30 свидетельств. Мы говорим, что они получат у Аллаха за то, что они совершали. Но с другой стороны, воздаяние от Аллаха тому, кто призвал к исламу
хотя бы одного человека. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кого бы Аллах не благословил, свят Он и велик, Он дает ему милость стать причиной принятия ислама одного человека. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: это лучше для них, чем обладание красными верблюдами. Это, например, как новый Land Rover. Это лучше для вас, чем Mercedes, чем Rolls-Royce. В другой версии хадиса лучше для вас, чем весь этот мир и все, что в нем. Один человек, только один. Если каждый мусульманин, который находится здесь, обладающий иманом, сможет быть причиной одного свидетельства в год, мы овладеем этим городом через 5 лет. Одна шахада. Мы не говорим 10, 30, 50. Одна. Ваш сосед, коллега, сотрудник по работе, человек, с которым вы ведете дела, люди, с которыми вы постоянно встречаетесь на улице, ваш профессор в школе. Один человек в год. Итак, через 10 лет вы приведете 10, а если 1000, то 10 000. И если 10 000 человек примут ислам от людей, которые находятся здесь, то уже через год другие 10 000 человек произнесут шагаду уже посредством них. Потому что в прошлом году 100 000 человек приняло ислам в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. 100 000. И я скажу вам, братья и сестры, 95 000 из них стали мусульманами посредством новообращенных мусульман. 95 000 произнесли шагаду посредством новообращенных мусульман. То есть 1000 людей принимают ислам через мусульман, начавших недавно соблюдать свою религию. И может быть 1005 людей приняли ислам через требующих знания, и Аллаху ведомо лучше. Время от времени мы слышим, что большой ученый становится причиной того, что кто-либо произносит шагаду. Мы не хотим сказать, что это неправильно. Мы лишь хотим сказать, что ученые сидят, ожидая нас, что мы приведем людей к ним. Однако те люди, у которых мало знаний, мы берем знания от ученых и передаем им. Да вознаградит Аллах всех нас, ученых, студентов, братьев на улице, братьев, которые сидят на бордюрах, всех нас вместе, иншаллах. И мы также должны сказать, что из этих 100 000 людей, принявших ислам, где-то 70 000 из Америки, 28 000 из Англии, и мы не знаем точно, может быть, 2, 3 или 4 тысячи из Австралии. 6 или 7 из них — это женщины. 6 или 7 из каждых 10 — это женщины. За последние 3 месяца, машаллах, мы приняли 279 шагад. — 183 из 279 — это женщины. По каким-то причинам Аллах, свят Он и велик, привлекает к исламу умы и сердца женщин быстрее, чем мужчин. Может быть, хоть это компенсирует шовинизм со стороны мужчин. Итак, мы хотим поговорить о человеке, о противоречивой личности, чья биография представлена в каждой библиотеке современного мира. Человек, чье имя ассоциируется с переменами, противостоянием и самопожертвованием. Человек, который бросил школу в 6 классе, который получил степень доктора философии в Гарвардской школе права в Бостоне, штат Массачусетс. Личность, на которую главы государств, правительств, короли, интеллектуалы, преподаватели ссылались, затрагивая вопросы этики, долга, вдохновения. Человек, посланник, миссионер,
принял слово Аллаха. Ля иляха илля Мухаммаду Расулюллах. Да благословит его Аллах и приветствует. И заявил о нем всего лишь за 3 месяца до того, как он стал шахидом, иншаллах. Кто этот человек? Какова была его миссия? Каким было его послание, которое он нес в действительности? Малькольм Икс, урожденный Малькольм Литл. Таковым было его имя. Малькольм Литл. Он родился в Омахе, штат Небраска, где-то на Среднем Западе Соединенных Штатов. Его отец был баптистским деятелем, политическим активистом, последователем человека по имени Маркус Гарви. Его мать работала учительницей в школе. Малькольм был свидетелем убийства своего отца. Белым расистом, европейцем. Людьми, которые называли себя ККК, Ку-Клукс-Клан. Подобно людям, которые называли себя неонацистами. Или арийское братство. Или другими сумасшедшими именами, которыми люди называют себя, чтобы возвысить цвет своей кожи над остальными. Это одна из форм невежества. По причине того, что его отец был гордым человеком, стойким человеком в те времена, когда к чернокожим относились как к животным. Его отец выстоял и не преклонился. И однажды ночью они подожгли его дом, а он защищал свою семью. Они протащили его и положили на железнодорожные пути. Они привязали его к рельсам и оставили в таком положении, пока проезжающий поезд не снес ему голову. Малькольм видел своего отца, как эти расисты убили его таким способом. Это то, что заложило в его сердце ненависть к белым людям. После этого его мать, вследствие стресса и душевной травмы, была помещена в клинику для душевнобольных. Таким образом, в 9 лет Малькольм Икс стал сиротой. Он бросил школу в 12, где-то в 6 классе, и переехал в Детройт. Живя в Детройте, Малькольм познал жизнь улиц. И братья, которые сидят сегодня здесь, вы знаете, что такое уличная жизнь. Зарабатывание денег любым способом, так, как вы пожелаете. Покупка на эти харамные деньги любого продукта, какой вы захотите. Продажа наркотиков, продажа женщин, употребление наркотиков. Стрелять в людей, вступать в банды. Преступность никогда не менялась. У преступности одно и то же лицо. Она присутствует в одних и тех же местах и имеет один и тот же характер. Разница лишь в людях и в датах. И Малькольм Икс, подобно большинству тех, кто избрал этот путь, закончил его, и вы закончите его в 2 местах, очень скоро, если не покаетесь. Вы можете закончить тем, что попадете в тюрьму. Если Аллах помилует вас, то вы очнетесь, начнете практиковать ислам, и, вернувшись на свободу, начнете новую жизнь. Но если Аллах вас не помилует, итогом всего может стать преждевременная кончина. Вы, конечно, можете не верить мне. Вы думаете, что вы исключение. В таком случае вы просто глупец. Итак, Малькольм, после того, как он оставил Детройт, он переехал в Бостон. Большой гангстер. Продавал много наркотиков. Засматривался на женщин.
вел бандитский образ жизни. И в 19 лет Малькольм получил первое испытание. 15 лет. 15 лет тюрьмы. В неволе, по милости Аллаха Святого Великого, он изменил свой характер. Малькольм был наркоманом. Он пил спиртное. Он продавал наркотики. Был преступником. Но, будучи в тюрьме, он встретил людей, которые называли себя нацией ислама. Они не были мусульманами. Они себя так просто называли. Нация ислама. Я заявляю, что они не мусульмане, так как сегодня в их газете это те же самые люди. Они говорят, что Аллах явился в образе человека в 1935 году. Чернокожего, которого звали господин Дебью Фаррад. Это является куфром, многобожием. Они утверждают, что этот господин Дебью Фаррад, что это Аллах, который явился в образе человека. Он избрал и назначил Элайджу Мухаммада своим пророком и посланником. Это еще одна форма неверия. И еще одна форма многобожия. Куфр, куфр, ширк, ширк. И этот Элайджа Мухаммад говорил, что рая не существует, что не существует загробной жизни. Еще одна форма куфра и ширка. Он говорил, что рай существует в этой жизни, и ад существует в этой жизни. Воскрешение произойдет на умственном уровне. И снова куфр. Итак, куфр, 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 куфр. Он заявлял, что Аллах не спосылает ему Коран, переведенный этим самым Дебью Фаррадом, только для этого времени, только для чернокожих. И это еще одна форма куфра. Таким образом, они как минимум 5 раз являются кафирами. И человек по имени Луис Фаракан, настоятель Луис Фаракан, и нет сомнения в том, что он является адептом и последователем Элайджи Мухаммада. Он сформировал принципы на основе тех самых догм. И мы оцениваем его на основе его дел. Они кафиры, настоящие кафиры, потому что он в точности утверждает сегодня то, что Элайджа Мухаммад утверждал в 1945 году. Они до сих пор проповедуют это. В их газете. Любой из вас может посетить любой из их сайтов. Зайдите в интернет, проверьте. Там naciaislam.com или я не знаю, или на сайт Final Call, или на любой другой их сайт. И вы увидите, что сегодня они заявляют то же самое, о чем говорил Элайджа Мухаммад в 1945 году. Нет отличий. Даже несмотря на то, что настоятель Фаракан, как он сам себя называет, совершает хадж каждые 5 лет со своими последователями. Он берет их с собой каждый год. Каждый раз 150, 250, 350 его последователи едут в хадж каждый год. И его приглашают совершить хадж. Люди из Саудии, я не знаю, правда, зачем они это делают. Не знаю почему. Он часть правительства. Он совершает паломничество. И каждый раз, каждый тот год в Чикаго он проводит так называемый День Спасителя. В Чикаго. Это их праздник. Это их Ид. И каждый год университет Аль-Азхар посылает своих представителей на День Спасителя. Я не обвиняю университет Аль-Азхар, я говорю, что их большие шейхи там каждый год. Один из имамов мечети Аль-Харам бывает в Чикаго каждый год. Лидеры крупнейших исламских организаций Америки будут там каждый год. Почему эти люди поддерживают настоятеля Фаракана? Почему они молятся вместе с ним? Почему они сидят вместе с ним? Почему они оказывают ему доверие? Я не знаю. Но Аллах свидетель. Вы можете посмотреть это по DVD.
И он говорит ясно: если я ошибаюсь, почему представители всего мусульманского мира со мной сегодня? Это одна из причин того, что, аузу билля, почему его организация продолжает существовать. Потому что ей оказана поддержка, доверие, признание некоторыми мусульманскими организациями по всему миру, являющимися одними из самых крупных, хотя они явные кафиры. Я имею в виду настоятеля Луиса Фаркана и его группу. Те, кто их поддерживает, они не кафиры, они мусульмане. Почему они их поддерживают? Почему они их признают? Аллах знает лучше. Не мне об этом говорить. Однако я хочу пояснить, Халид не говорил это. Вы можете посетить любой из их сайтов, Nation of Islam или Final Call, и вы увидите этот самый День Спасителя. Введите Survivors Day, зайдите на их сайт Nation of Islam, и вы увидите это видео. Вы увидите этих шейхов с мечети Харам, с Иордании, муфтия Ливана, муфтия из Иордании, муфтия оттуда или муфтия оттуда, имама Харама, главу ESNA, главу EKNA. Они все с ним, пожимают его руки, обращаются к нему так, будто он мусульманин. Однако, несмотря на все это, его организация не растет. Потому что одна из прекраснейших особенностей ислама в том, что лгун остается лгуном. Его ложь не набирает популярность за ним. Она остается на одном уровне, либо уменьшается и уменьшается. Но пророк остается пророком. И его послание набирает силу вслед за ним. Сейчас оно может быть даже сильнее, чем во время его жизни. Так Аллах, свят Он и велик, предопределил этой нации рост, подлинно исламской нации, и Он предопределил партии лгунов оставаться на одном уровне. Когда Фаркан умрет, его ложь начнет уменьшаться и уменьшиться, пока ее след не сгинет. И мы просим Аллаха, чтобы те, кто следовал за ним искренне, стали мусульманами, иншаллах. Как бы то ни было, нам нужно отметить, что хотя Элайджа Мухаммад был лгуном, он не был пророком. Он наговаривал на Аллаха, свят Он и велик. Он был общественным реформатором. Кто такой общественный реформатор? Это человек, который помогает людям отойти от низшей формы социальной деградации к уровню самооценки. Элайджа Мухаммад был успешным и призывал мужчин и женщин, бывших алкоголиками, наркоманами, проститутками, преступниками, сутенерами. Он был способен изменить их, избавить от пороков, сделать их полезными людьми, отцами, матерями, бизнесменами, харизматичными людьми, такими людьми, как Малькольм Икс. Потому что ни один Малькольм Икс был таким. Вот что вам необходимо понять. Их было тысячи, таких как Малькольм Икс, но они не обладали его голосом. Аллах не наделил их таким даром. Однако их убеждение, их искренность, их общественная перемена произошла так же, как и у Малькольма. Потому что они говорили ислам, потому что они говорили Коран, потому что они бросали пить, потому что они переставали употреблять наркотики. Вы видите, когда человек бросает пить, принимать наркотики, прелюбодействовать, воровать, говорить ложь, когда они отказываются от всех этих пороков, их сердца очищаются, очищается их разум. Но Аллах, свят Он и велик, никогда не даст им встать на прямой путь, если они будут совершать ширк. Никогда не даст им встать на прямой путь. Он никогда не поведет их, так как они совершали ширк. И таких людей много. Как, например, свидетели Иеговы. Они, может быть, порядочные люди. Они не совершают развратных грехов, но они мушрики. Или мормоны. Непорочные люди. Но мушрики. Адвентисты седьмого дня. Чистые люди, но многобожники. И так много людей. Они могут быть порядочными, обладать моралью. Они не крадут, не лгут, любят Бога. Они делают что-то. Но Аллах, свят Он и велик, говорит: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
Люди являются худшими из творений, потому что они совершают ширк по отношению к Аллаху, Свят Он и Велик. Они наговаривали на Аллаха, Свят Он и Велик. И они говорили ложь о религии Аллаха, Свят Он и Велик. И они загрязняли религию Аллаха, Свят Он и Велик. Поэтому Аллах испортил их жизни и приготовил им джаханнам, несмотря на то, что они, как нам может показаться, порядочные люди. Итак, Малькольм Икс отправился в тюрьму. Находясь там, он стал частью нации ислама. Малькольм отсидел в тюрьме не 15 лет, а 9. Когда он вышел на свободу, он стал сильнее на интеллектуальном уровне. Хотя я упомянул о том, что он бросил в школу в 6 классе. Малькольм говорил, что приведя в порядок свой ум, приведя в порядок свое тело, отказавшись от сквернословия, употребления алкоголя, спиртного, заполнив свою жизнь после этого Элайджей Мухаммадом, он считал себя мусульманином. Он говорил, после этого я никогда не лгал. Я никогда не воровал после этого, никогда не сквернословил после этого. Я никогда не смотрел на чужих женщин после этого, никогда не пил после этого и никогда не принимал наркотики после этого. После этого я уже не курил, не играл в азартные игры, потому что я поклялся себе быть слугой Аллаха и его солдатом. И с таким складом ума он стал читать, книгу за книгой. Первое, что сделал Малькольм Икс, в течение периода 4 лет в тюрьме он выучил наизусть весь словарь. Вы можете себе это представить? Человека, который выучил наизусть словарь. 23 или 24 тысячи слов с определениями за 4 года. 4 года, 365 дней. Умножим на 4, получается где-то около 1500. 1500 дней. То есть он учил где-то по 20 слов в день. Вот и все, что он сделал. Он не выучил Коран, так как у него для этого не было бараката. Однако никто из тех, кто находится здесь, не заучил и 100 слов из словаря. Этот человек хотел изучить язык врага. Он говорил, что враг побеждает нас языком. Поэтому я хочу победить его их языком. Первое, что я хочу сделать, это выучить все их словари, так как это их язык. И после того, как он сделал это, он сказал, я закончил читать, и я написал очерки о 172 книгах. Все главные книги, которые люди проходят в колледжах, университетах, о математике, науке, истории, ботанике, биологии, социологии, психологии, о различных людях. Он сказал, он прочел их и написал о них. Таким образом, Малькольм вышел. Он работал в учебной аудитории. Он был представителем Элайджи Мухаммада в течение где-то 6 лет после его освобождения. Малькольм создал националистическую организацию около в 112 мечетях. Они их не называли мечетями, они называли их храмами. Храмы ислама Мухаммада, так они их называли. 112 по всей стране. Он открыл националистическую газету под названием «Говорит Мухаммад». Газета, которая выходит и по сей день, с 1954 года и до сегодняшнего времени. Сколько времени? 50. С того момента, как он учредил ее. До сих пор выпускается под другим названием, которое называется «Последний призыв». Итак, из рецидивиста, гангстера, наркоторговца, сутенера, заключенного, злого, враждебного человека, расиста, он стал принципиальным, дисциплинированным, вежливым, не курящим, не пьющим, не употребляющим наркотики, человеком чести, честным, идеальным мужем, братом, заботливым, общественным активистом, красноречивым оратором, самопровозглашенным послом афроамериканцев на международном уровне. И в конце концов, что наиболее важно, последние 3 месяца его жизни
Аллах позволил ему открыть подлинный ислам. И он был личностью такого типа, которая ищет правду. Кто-то сказал ему: «Малькольм, если ты действительно хочешь узнать, что такое ислам, я предлагаю тебе совершить хадж. Отправляйся в Мекку. Я говорю тебе, отправляйся в Мекку. Я оплачу это». И Малькольм, в силу своего любопытства и поиска, ответил: «Хорошо, я поеду». И как потом сам рассказывал Малькольм, он говорил: «Я прибыл в Джидду, считая себя мусульманским священником, но я почувствовал себя дураком. Я понял, что я не могу молиться. Я не знал, как совершать омовение. Я ничего не знал об исламе, и я чувствовал себя дураком, называя себя мусульманским священником». И там он открыл Коран. Там он открыл для себя, кем же является Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И там он понял, кто такой Аллах Свят Он и Велик. И в Джидде, во дворе, в Джидде, он снова произнес шагаду. Научился совершению обрядов хаджа. И после того, как он произнес новую шагаду в Джидде, в 1964 году, в ноябре 1964 года, 6 дней спустя, он писал письмо из Мины, готовясь к отправке на Арафат, в состоянии храма, покаявшись, очистив себя, прося у Аллаха о прощении. Мы знаем, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто бы не попросил у Аллаха прощения». В суре Ар-Фуркан Аллах Свят Он и Велик говорит: «И кто бы не совершил тауба, кто бы не покаялся и сделает это искренне, после этого он совершит праведные деяния, его покаяние принимается Аллахом Свят Он и Велик, как полноценное покаяние, совершенное искренне». Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: кто бы не совершит хадж искренне, он возвращается с хаджа таким же, как он вышел из утробы своей матери. Итак, он поехал, как Малькольм Икс, но вернулся обратно как Аль-Хадж Малик Шабаз, очищенным, непорочным, с тем же динамизмом и искренностью. Стремящимся совершить молитву, выплачивать закят. И Аллах Свят Он и Велик говорит, что это то, что Он принимает. Итак, Малькольм стал Аль-Хаджем Маликом Шабазом, который раскаялся и осознал свои ошибки. Он произнес шагаду, совершил хадж. Он взглянул глубже на свою веру. Он сказал: на обратном пути из Мекки я посетил 7 стран. И ЦРУ, и ФБР, Интерпол и другие пытались убить меня по меньшей мере 5 раз. Вам не нужно спрашивать себя, почему они хотели его убить. Потому что враги Аллаха в те времена были такими же, как и сейчас. И враги Аллаха Свят Он и Велик в те времена были такими же, как и до этого. Потому что Аллах не меняет свой закон. Тех же самых врагов Аллах Свят Он и Велик даровал Ибрагиму мир ему, Мусе мир ему. Таких же врагов Аллах дал Сулейману мир ему, Дауду мир ему, Исхаку мир ему, Яхье мир ему, и Исе мир ему, и Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижникам пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И таких же врагов Аллах Свят Он и Велик дал нам. Враги никогда не меняли свои лица. Они никогда не меняли своих методов.
И Малькольм говорил: когда я стал мусульманином, и когда они узнали, что я стал мусульманином и решил вернуться в Америку и рассказать всему миру правду об исламе, наставить людей, тех, которых он ввел в заблуждение на прямой путь ислама, сказать, что Элайджа Мухаммад лжец, поведать о том, что нация ислама – это коррумпированная, преступная, заблудшая, мушриковская организация. И Соединенные Штаты Америки, я выставляю их на суд всего мира, чтобы мир знал, какие преступления они совершили против моего народа. Как только он заявил об этом и написал письмо, опубликованное в Нью-Йорк Таймс, в ноябре 1964 года враги Аллаха начали работать. Они пытались отравить его 3 раза. Когда он вернулся обратно в Америку, он говорил: «Куда бы я ни отправлялся, я видел врагов Аллаха, свят Он и велик, строящих против него заговоры. В каждом месте они пытались взорвать его машину, поджечь его дом, застрелить его, отравить его, сделать это и сделать то». Таким был Аль-Хадж Малик Шабаз. Гусеница, превратившаяся в бабочку за 3 месяца. Уголь, подобно камню из земли, который превратился в бриллиант за 3 месяца. Джахиль, ставший мучеником. Кафир, ставший му'мином, заработавшим, иншаллах, себе право на рай. И Аллаху ведомо лучше. И эта религия выводит таких людей снова и снова. Малькольм не был феноменом. Просто в то время, когда он жил, он был самым феноменальным афроамериканцем, которых Америка когда-либо рождала. Америка никогда не дарила таких феноменальных афроамериканцев, как Малькольм Икс, как Аль-Хадж Малик Шабаз. Однако эта религия выводит таких людей снова и снова. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: верующие подобны залежам золота и серебра. Верующие подобны залежам золота и серебра. Лучшие из них в джахилии будут также лучшими и в исламе, если они уверуют. Так давайте взглянем. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был худшим в своем отношении к исламу. Лучшим в джахилии. И когда Аллах свят Он и велик даровал Умару ислам, когда Аллах свят Он и велик наставил Умара на путь ислама, ислам изменился. Мусульмане поменялись. Ни один мусульманин не мог говорить об исламе публично. Никто не мог это сделать до того, как Аллах свят Он и велик не даровал ислам Умару. И до того, как Аллах свят Он и велик даровал ислам Хамзе. Эти двое людей, Хамза и Умар, открыли ворота ислама. И кафиры, которые не могли увидеть Аллаха свят Он и велик, видели Умара. Они видели Хамзу. И Аллах свят Он и велик предоставил пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве подарка этой религии Умара и Хамзу. Они оба в своем противостоянии, в своем вреде. Скольких людей убил Умар? Скольких мусульман он притеснил? Каким человеком он был? Скольких рабов он бил? Скольких мусульман он уничтожил? Умар, этот человек, прочтите о его жизни, посмотрите, как в мгновение ока Аллах свят Он и велик повернул его сердце. Как Аллах изменил сердце Хамзе. Человек, который был распутником и пил спиртное, жил только для себя, только для охоты и убийств, и борьбы. Хамза, да будет доволен им Аллах. В тот момент, когда Аллах избрал его сердце для ислама, субханаллах, ни у кого не было такого излечившегося сердца, как у Хамзы. Хамза не был ученым. У него не было знаний. А что вы скажете о Абу Убейде ибн Джаррахе?
Что вы скажете о Халид ибн Валиде? О человеке, которому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ни одна женщина не родила мужчину, подобного Халиду ибн Валиду. О нем упомянули в силу его храбрости, в силу его способности сражаться и защищать, за его бдительность. Говорят, что Халид ибн Валид никогда не спал на земле, будучи на поле сражений. Он позволял своим солдатам спать, но сам спал на лошади. И было сказано о нем, что Халид ибн Валид обладал храбростью 10 тысяч мужчин. 10 тысяч! До такой степени, что если 10 тысяч римских солдат знали о наступлении Халида, сотни солдат, они не хотели бы с ним столкнуться. И с этой сотней людей. 10 тысяч. Аллах дал этой религии мужчин, подобных Халиду, подобных Абу Убайде ибн Джарраху, мужчин, подобных Хамзе, мужчин, подобных Тарику ибн Зияду, который отправился с армией в Испанию. И когда он прибыл в Испанию с армией, они поднялись на гору. Небольшая армия, мало солдат. Он поднял их на вершину горы и приказал сжечь корабли. Он сказал им: позади вас океан, а перед вами враги Аллаха, свят он и велик. Какой выбор вы предпочтете? Мы знаем, что Тарик ибн Зияд с этой горстью солдат завоевал Испанию. Тарик ибн Зияд не был ученым. У него не было больших знаний. Но, маша Аллах, Аллах вселил в его сердце любовь к этой религии и приверженность к этой религии, и иман. У нас есть такие мужчины, как Салахуддин Аюби, который также не был арабом, но по воле Аллаха он завоевал Кудс. Он отвоевал Кудс для ислама, тогда, когда ни у кого не было силы сделать это. И Салахуддин также не был ученым. Он был муджахидом. А как же Амар? Амар аль-Мухтар. Старик, который не воевал против итальянцев до тех пор, пока ему не исполнился 71 год. Но после 70 лет он начал сражаться с ними. На коне. В 47 битвах. 47. После того, как ему исполнилось 71. У них были танки. А все, что имели его солдаты, это были лошади. Именно такими был этот человек. Они сражались на лошадях. Сражались против этих кафиров, с их танками, с изощренностью. И его сыновья, и потомки, и по сей день сражаются с этими кафирами. Со всеми их планами, танками. Они не могут подавить солдат Аллаха, свят он и велик. Он также не был большим ученым. У него не было сильных знаний, но все свое время он потратил на пути Аллаха с того момента, как ему исполнилось 14, и до того момента, как он стал шахидом, на священную борьбу, сражаясь против кафиров. И мы видели много других, тех, чьи имена нам даже не обязательно называть, воюющих на пути Аллаха против неверных, готовых умереть сотни раз, в то время как мы спим. Они позволяют нам отдыхать, наслаждаться нашим имуществом и нашими домами. Некоторые из них сражаются и по сей день, чтобы вернуть величие ислама. Ислам всегда порождает людей такого типа. Мы видели самопожертвование, преданность личностей, которые сами по себе не были учеными. Хотя ислам всегда давал лучших ученых, и ученые являются нашими отцами. Они наследники пророков.
Да, они такие. Мы должны уважать их. Мы должны любить их. Мы должны ссылаться на них. Мы должны защищать их, полагаться на них. Однако, мы также должны знать, что Аллах даровал этой религии людей двух видов. Ученых, студентов, ищущих знаний, остающихся до тех пор, пока муджахиды не вернутся обратно. Эта религия оберегается изнутри учеными, теми, кто дает фетвы, студентами, ищущими знания. Однако эта религия защищается и оберегается, возвышается и становится шире, известной остальному миру муджахидами. И не думайте, что те, которых убили на пути Аллаха, мертвы. Не думайте так. Аллах Святун и Велик говорит, не думайте так. Нет. Они живые, с Аллахом, Святун и Велик. Их души находятся в забу у райских птиц, и они по воле Аллаха Святун и Велик летают по раю, где пожелают, до дня воскресения. Это люди, принесшие славу этой религии. Потому что если бы не они, то ученые и ищущие знания не нашли бы места, где сесть. Они не нашли бы места, где сесть, они бы не были в безопасности. Они бы лишились достоинства. Эти личности, которые сами по себе не являются учеными, они пришли в самых трудных условиях. Они вышли из худшей джахилии. Однако они принесли славу и победу этой религии. Они вселяют в сердца юных мусульман вдохновение. Вдохновение в сердца и надежду в сердца пожилых мусульман. Они вселяют страх и вселяют боль в сердца врагов Аллаха Святун и Велик. Я обращаюсь к вам, братья с улиц. Я люблю вас. Я также вышел, как и вы, с улиц. И меня не волнует, что время от времени кто-то во мне может увидеть черты человека с улицы. Меня не волнуют фразы типа «Вот этот брат Халид, он иногда так разговаривает, как будто он с улицы». А иногда он может быть как джахиль. И я прошу прощения за это. Потому что вы можете вытащить мужчину из черного квартала, но вы не можете вытащить черный квартал из мужчины. Если вы подойдете поближе, возможно, вы немного увидите этот самый черный квартал. Вы увидите Бруклин и услышите его. Если страсти накалятся, возможно, вы даже почувствуете его. И я благодарю Аллаха. Я благодарю Аллаха Святун и Велик. Я никогда не стану мягче. Я никогда не захочу, чтобы кафиры думали, что они смогут пройтись по моему лицу. И я предпочту для своих сыновей, если у них не будет больших знаний, я прошу Аллаха, чтобы они никогда не позволяли кафирам растоптать их лица. Так что вы, молодые братья, любящие Аллаха, любящие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, если в ваших сердцах имеются изъяны, в вашей религии есть некоторые упущения, очистите ваши поступки. Иншаллах, у вас есть время. Приходите в мечеть. Если вы можете молиться 5 раз в день, идите хотя бы ползком молиться в мечеть. 1 раз в день. Ходите украдкой в мечети. Не волнуйтесь и не беспокойтесь о том, что думают о вас братья. Аллах знает, что они совершают, в то время как никто об этом не знает. Не переживайте из-за ваших действий на улице. Мечети принадлежат Аллаху Святун и Велик и принадлежат также вам. Мечеть — это место, куда приходят для того, чтобы очиститься. Очистите ваши дела, ваши деньги, ваши грязные деньги. Очистите ваш круг общения. Не бойтесь ребят на районе, так как вы боитесь Аллаха. Потому что ваши ребята дома ждут одного из таких, как вы, который придет в мечеть, будет совершать добрые дела, будет говорить благое, придет обратно к ним и скажет: «Братья, послушайте меня, мы все такие же крутые, все отлично, но нам нужно вернуться к Аллаху. Нам нужно вернуться обратно к Аллаху.
Нам нужно оказать уважение Аллаху Свят Он и Велик. Отплатите должное. Совершите молитву. Заплатите аренду за дом. Дом – это я. Оплатить аренду – это совершать молитву. Совершить молитву, даже если ты делаешь что-то неправильное. Не позволяйте никому говорить вам. Раз ты делаешь плохие поступки, не совершай молитву. Потому что изменений не будет. Кто вам говорит такое, это дурак. Это подобно тому, как человек пришел к одному ученому и сказал: «Слушай, я убил 99 человек. 99 людей. Как ты думаешь, Аллах простит меня?» И ученый сказал ему: «Нет, не простит». «Нет, не простит». Он сказал: «Хорошо, тогда я и тебя убью». Какая мудрость здесь? В чем мудрость? Мудрость в том, что ученому следовало сказать ему: «Поистине Аллах прощающий, милосердный». Самый плохой мусульманин, самый худший, лучше, чем самый порядочный язычник. Худший из мусульман лучше, чем самый хороший кафир. Не имеет значения, что Аллах дал кафирам. Весь этот мир ничего не значит для Аллаха Свят Он и Велик. Не переживайте по поводу того, что даровано им. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы весь этот мир был равен у Аллаха хотя бы крылу комара, то Аллах Свят Он и Велик не дал бы неверному выпить и глотка воды». Однако Аллах дает им и дает нам, потому что этот мир для Аллаха не значит ничего. Но Аллах любит мусульманина, который взывает к Нему время от времени. Аллах любит того, который, оступившись, взывает к Нему: «О Аллах, пожалуйста, прости меня». Астагфируллах рабби мин кулли данбин ва атубу илейк. Ла илаха илля анта субханака инни кунту мин адh-дhalимин. Вот что вам нужно говорить, потому что вы и я, мы можем стать лучше, чем Аль-Хадж Малик Шабас. Он был лишь небольшим мусульманином, как вспышка света, как молния. Он не был Салахуддином. Он не был Хамзой, да будет доволен им Аллах. Он не был Тариком ибн Зиядом. Он не был Халид ибн Валидом, да будет доволен ими всеми Аллах. Нет, он был просто человеком, который нашел себя по милости Аллаха, покаялся, проявил преданность, и его жизнь окончилась через 3 месяца. Вы, братья с улиц, вы солдаты, которые находятся на грани. Так я буду вас называть. Нам нужно некоторое количество солдат на грани. Потому что, братья, находясь внутри, мы становимся слишком спокойными, слишком мягкими. Иногда дело, которое нужно сделать, могут сделать только солдаты, вошедшие в крайность. Взгляните на сиру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и вы поймете, что даже во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были солдаты, которые впадали в крайность, которых Аллах Свят Он и Велик даровал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он не нес за них ответственность. Но они занимались какими-то делами, находясь на грани. Прочитайте сиру. Аллах Свят Он и Велик сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: когда они приходят к тебе и дают садака, прими пожертвования и очисти их. Очисти, обратись с мольбой за них. Но ты не ответственен за то, что они делают, потому что они впали в крайность. Вы ведь понимаете, о чем я, да? Здесь были братья, которые впадали в крайности. Проложите себе путь от крайности к умеренности, потому что это наиболее безопасно. Не будьте на грани, так как это опасно. Вы можете упасть в любое время. В любое время. Если вы умрете, будучи в крайности, вы не знаете, куда вы попадете. Вы не знаете, куда вы попадете, братья, скончавшись на этой крайности, потому что вы не совершали молитву. Вы не платили закят. Вы ели запретное и пили запретное. И совершали запретное. Совершали запретное и говорили запретное. День и ночь вы занимались запретным. Таким образом, право Аллаха Свят Он и Велик может быть осуществлено. Аллах может, Он говорит в Коране: «Хамим»,
Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Знающего, прощающего грехи, принимающего покаяние и сурового в наказании, обладающего милостью. Нет божества, кроме Него, и к Нему предстоит прибытие. Так что, братья, сделайте себе дорогу от крайностей к центру. Знайте, что Аллах всепрощающий и самый милосердный. Вам нужно покаяться, а после вашего раскаяния вам нужно стать самыми лучшими, насколько вы это сможете. Вам не нужно быть ни с кем из тех, кто говорит вам «стань таким-то и таким-то». Повзрослей в конце концов, отпусти бороду. Вам не нужно сразу же носить абаю, сразу же приниматься за много наук, стараться выучить сразу акиду, выучить много достоверных хадисов или запомнить всю сиру. Вам не нужно сразу же приниматься за все это, потому что некоторые наши братья, поступившие так, все еще придерживаются крайностей. На словах они умеренны, то они в середине, внешне, но внутри мы делаем выводы, исходя из тех поступков, которые они совершают. Они все еще на краю. И есть некоторые братья, у них, может быть, нет такой большой бороды, они не носят камис, они, может быть, полностью не прошли акиду, или науку о хадисах, или сиру. Нет, однако их сердца искренни. А если их сердца искренни, то Аллах примет от них, иншаллах, из-за искренности их сердец. Мы сейчас никого не судим, мы просто говорим: совершайте молитву, очистите ваше имущество, очистите свой круг общения, очистите ваши сердца, проведите час в неделю с ищущими знания. Посещайте круги, где братья дают знания. Даже если вы заснете на этом уроке, вы все равно получите некоторое благо. Ешьте вместе с братьями. Работайте вместе с ними. Приходите в мечеть. Посещайте ассоциацию мусульманской молодежи. Спрашивайте братьев: брат, мне нужно провести здесь просто одну ночь. Я с улицы, мне нужно привести свой разум в порядок. Потому что если вы час в неделю будете проводить с братьями, обладающими чистыми сердцами, и с людьми, ведущими чистую жизнь, с людьми, которые раздают знания, с людьми, которые любят пророка, да благословит его Аллах и приветствуют, с людьми, которые покаялись, и после этого не вернулись к преступлениям, если вы проведете час с ними, это будет равняться сотням часов, проведенных с вашими дружками на улице, и у вас есть шанс отойти от крайности. Однако, если вы не будете проводить этот час, не думайте, братья, что будет как-то по-другому, что будет как-то по-иному, как в какой-нибудь сказке, как в Диснейленде, что, иншаллах, все будет где-нибудь в другом месте, а вы окажетесь в залежах угля по соседству. И все будет кончено. Вы ведь поняли, что я имел в виду могилу? Совсем будет покончено, братья. Ваши деньги, ваши подружки, все эти побрякушки, которые вы носите на шее, вы поняли? Кредитные карты, все, вокруг чего вы вертелись. Ваши дружки вертелись вокруг этого. Ваши подельники носили эти брилики на шее. Ваши дружки курили марихуану рядом. Ваши дружки приезжали в ваши апартаменты. Они носили вашу одежду, контролировали район, где вы орудовали. И ваши друзья находятся в такой же крайности, какой были и вы, а вы уже внутри могилы. Братья, сплотитесь вместе, очистите ваши сердца, и вы почувствуете подлинную сладость этой религии, подобно Малику Шабазу. Вам не нужно быть идеальными, вам не нужно обладать необычными знаниями. Аль-Хадж Малик Шабаз не был идеальным, у него не было знаний. Вам не нужно быть суперправедными. Вам нужно быть порядочными, искренними, быть настоящими, как говорят парни на улице, быть человеком. Некоторые знают, что это значит быть человеком, быть прямым, быть настоящим, не вести себя грубо, не проявлять фальшь, не вести себя, выставляя чистым себя внешне, зная, что на самом деле творится внутри. Будьте лучшими мусульманами, насколько вы сможете. Об этом говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Делайте так много, как сможете. Если Малькольм Икс стал Аль-Хаджем Маликом Шабазом за 3 месяца, из худшего лучшим, из нуля стал героем, значит, вы тоже так сможете.
Бойтесь Аллаха, где бы вы ни были, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة بالحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Бойтесь Аллаха, где бы вы ни были. За плохим поступком совершайте хороший, который сотрет плохой. И после этого относитесь хорошо к людям. За плохим поступком совершайте хороший, который сотрет плохой, не означает, что вы сможете совершить запретное действие и совершить хорошее, которое сотрет его. Не думайте так. Только одно убирает большой грех. Это раскаяние. То есть, если вы совершили большое преступление, раскайтесь. Если вы совершили какой-нибудь маленький грех, совершите вслед за ним хорошее дело, и оно сотрет его. А после этого ведите себя надлежащим образом. Дорогие братья, никогда не поздно исправить себя. Один из вас, сидящий в этой комнате, может быть следующим обновителем ислама. Один из вас может стать одним из главных представителей этой религии в этой стране или в этой части планеты. Мы не знаем, кто вы. И мы не знаем, где могут находиться эти люди. Они могут сейчас находиться в утробе своей матери. Или же они могут находиться в этой комнате сейчас. И мы просим Аллаха Свят Он и Велик, чтобы Он благословил нас, смилостивился над нами, простил нас, направил нас по прямому пути, объединил наши сердца и удалил из них национализм, и удалил из наших сердец некоторые идеологии, убрал разделение на группы из наших сердец. Мы просим Аллаха Свят Он и Велик благословить ученых, факихов, студентов, ищущих знания, те, которые совершают самопожертвование. Мы просим Аллаха Свят Он и Велик благословить нашего шейха Таджуддина. Мы просим Аллаха благословить наш здешний маджлис, Аль-Шура. Мы просим Аллаха благословить шейха Шади, всех братьев из UMA и всех братьев из Ассоциации новообращенных мусульман Австралии. Мы просим Аллаха благословить всю молодежь. Мы просим Аллаха благословить всех мусульман почтенного возраста, шейхов. Мы просим Аллаха благословить молодых и взрослых. Мы просим Аллаха Свят Он и Велик, чтобы Он принял наши мольбы, наши молитвы, принял наши посты. Мы просим Аллаха Свят Он и Велик, чтобы через год эта мечеть уже не вмещала мусульман, искренность которых хватило бы на всю массу новообращенных. Мы просим Аллаха Свят Он и Велик, чтобы каждый молодой мусульманин, который находится в этой комнате, женился в следующие 30 дней. Мы просим Аллаха Свят Он и Велик, чтобы каждая сестра, способная выйти замуж, стала первой, второй, третьей или четвертой женой, но женой. Вот о чем мы молим. Чтобы все молодые мусульманские юноши имели жен и все сестры мужей. Даже если это и означает наличие проблем. Лучше иметь дозволенную проблему, чем проблему, связанную с запретом. И мы просим отцов и матерей отодвинуть в сторону традиции и обычаи, позволить своим сыновьям и дочерям жениться и выходить замуж. У вашего сына есть комната. Позвольте ему взять любимую, поселить ее в своей комнате. Даже если у него нет никаких сертификатов, аттестата об образовании, дома, машины, триумфальной ленты, мудрости, потому что что-то может произойти, пока он всего этого добьется. Лучше он будет просыпаться от запаха кофе. Я говорю вам, сестры, матеря, смотрите за вашими дочерьми. Получается так, что вы выставляете их для белых ночей любви. Некоторые ночи становятся ночами куфра. У некоторых любовь приводит к позору. Все это может привести к тому, что чья-нибудь дочь может прийти домой запретным ребенком, который является чьим-то запретным внуком. Не говорите, что такого не бывает, потому что это происходит. Поэтому я молю Аллаха Свят Он и Велик, чтобы мы принесли настоящие чувства этой религии и постарались решить некоторые проблемы. Постарались понять, что не обязательно иметь большие знания для решения некоторых проблем и для того, чтобы справиться с куфром, ширком, испорченностью этого мира. Не нужно затрачивать большое количество веры.
и звать людей, обладающих исключительным иманом. Мы взываем к Аллаху, чтобы искренность Аль-Хаджа Малика Шабаза, если каждый его поступок был искренним, мы просим Аллаха, чтобы он даровал ему полную награду, его воздаяние и аджр, равный количеству людей, ставших мусульманами посредством тех, кого он привел в ислам. И мы просим Аллаха Свят-Он и Велик в конце, чтобы он стал причиной, чтобы эта религия на этой земле, в этой стране достигла каждого места, каждого дома, чтобы никто не смог сказать, что они не знают, что такое нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, его раб и посланник.